Не делайте то, что легко и приятно, а делайте то, что полезно. Итак, в общем, а конкретно не учите английский глазами, вернее, только глазами. Ну, потому что легко, да, смотреть, видеть, понимать, запоминать глазами, потому что глянул и сразу понятно иногда становится, и легче. Когда говорят, да, сложнее понимать только на слух, и нужно это видеть. Оно как бы вроде и хорошо, и действительно помогает, там, субтитры читать или тексты видеть перед собой. Но на самом деле, когда вы начинаете говорить, то вам нужна не ваша визуальная память, не глаза нужно включать, а ваша аудиопамять, ваше такое чувство языка, чувство того, какой звук нужно издать, чтобы выразить то или иное значение. Вот эта память нужна. А если она не натренирована, если работает только ваша визуальная память, да, то что, как вы выглядите, да, если вы так разговариваете по-английски, с визуальной памятью, которую вы накачали своим знанием, когда смотрели на тексты. Что происходит? Вы говорите так. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Ну, понимаете, да, такое ощущение, что человек где-то на что-то смотрит и читает этот текст. И он так медленно подгружается. И если не подгрузился, я стою и жду, чтобы я мог прочитать, да, когда он придет. И вот этот эффект, он как бы возникает на самом деле у всех, всех тех, кто только учится говорить на английском, и те, кто не получил достаточно практики, естественно, с практики говорения, тот, кто не автоматизировал свои знания. И с одной стороны это нормально, ну, как бы это та стадия, через которую нужно всем пройти, чтобы начать говорить легко. Но проблема в том, что на самом деле на этапе даже практики, да, или когда вы учите что-то, можно делать что-то более или менее правильно. То есть, на самом деле, вы можете помочь себе быстрее пройти эту стадию такого вот говорения и начать быстрее говорить, или скорее говорить быстрее, если в процессе обучения вы будете не только свои глаза нагружать, но еще и уши, то есть больше слушать. Потому что говорение – это результат чувства языка. Чувство вырабатывается, когда вы много слушаете. Конечно же, много читать тоже можно, книги – это очень полезно, но общение с носителями языка, смотрение фильмов, сериалов, телевидения, YouTube-роликов на английском языке, без перевода, ни в коем случае не надо анализировать, разбирать все там, чтобы понять. Просто слушайте, пытайтесь понять как можно больше, понимайте часть, но идите дальше. Догадывайтесь то, что не поняли из контекста. И слушайте, и тогда вы начнете чувствовать язык. Даже без того, чтобы вам кто-то объяснил, что это слово означает, или почему здесь такая грамматика. Вы просто начнете его понимать, ну, как носитель языка, да? Человек, который просто в контекстах много раз встречал язык и, может быть, не до конца понимает, что это за слово означает, но он его чувствует. И вот это чувство языка – это самое важное в говорении, его нужно накачивать. Вот. И, естественно, можно это сделать только лишь слушая много. И когда вы начнете говорить, когда практики будет много, да, и когда вы начнете опять-таки говорить, в глаза уже будет включаться меньше. Больше вы будете говорить автоматически выдавая правильное слово, правильную фразу. А еще полезно в процессе обучения не просто смотреть фильмы, а еще работать с подкастами. Их полно в интернете, безусловно, можно много найти, но я лично для своих студентов записываю грамматические подкасты, лексические подкасты, мы работаем с текстами. И в этих подкастах нужно не только слушать их, да, но еще нужно говорить, отвечать на вопросы, повторять какие-то слова, фразы, предложения или даже переводить. И такие разговорные подкасты, которые помогают вам не только запомнить что-то, какие-то слова или понять лучше грамматику, но именно на начальном этапе прокачать свой спикинг на английском, да, свой английский спикинг. Вот такие подкасты, спикинг-подкасты, которые я записываю для своих студентов, их немного в интернете, и если вы придете опять-таки на нашу конференцию, то у вас будет возможность получить такой небольшой подарочек от меня, такой полезности для вашего английского и не только вашего английского говорения, да, но вот и в уши тоже будет что-то вам вложено,
И опять-таки это полезнее, чем если вы будете учить английский глазами. Накачивайте свою аудиопамять, автоматизируйте то, что вы учите, слушайте и, естественно, говорите, желательно с носителями языка, хотя не обязательно, можно и просто с друзьями, но на английском, и будет вам счастье, и будете вы лучше говорить на английском, будете развиваться. Не качайте свои глаза, качайте уши и приходите на конференцию английский 2017 весна. Будет круто.